прямом эфире программа «Новости» в студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Еще одно достижение главы региона. Руслан Ахматович – это у нас, видимо, первый из руководителей нашей республики областей, кто получил такой высокий шестой дан. Рамзан Кадыров стал обладателем черного пояса под хэквондо 6-го дана. Главная угроза современности. И мы решили в этом одном мероприятии организовать и фотовыставку, и книжную выставку. В Грозном состоялся круглый стол по профилактике терроризма. Наследие Ахмата Хаджи Кадырова глазами казахстанских журналистов. Как он родился в Казахстане, как он формировался. Он учился в Бухаре, мы тоже в Бухаре будем. В республике начались съемки автобиографического фильма о первом президенте Чечни. Глава Чечни по телефону обсудил с королем Иордании Абдуллой II вопросы борьбы с терроризмом. Особый акцент был сделан на проблеме противодействия группировки и близкое государство. Рамзан Кадыров выразил благодарность королю за принципиальную позицию в этом вопросе. Также стороны коснулись предстоящего чемпионата мира среди сотрудников спецподразделения, который пройдет в Хашемитском королевстве. Абдулла II отметил, что команда сборной России, сформированная из числа сотрудников МВД России по Чеченской республике, успешно проводит тренировочные сборы, а также пригласил главу региона на соревнования. В свою очередь Рамзан Кадыров выразил благодарность за приглашение и отметил, что отношения между Иорданией и Чеченской республикой развиваются по многим направлениям. В конце беседы глава Чечни пожелал королю мира, добра и процветания. Рамзан Кадыров стал обладателем черного пояса 6-го дана под хэквондо. Для вручения диплома главе Чечни в Грозный прибыли спортивные эксперты мирового уровня. Также стало известно, что в республике скоро пройдет чемпионат мира по этому виду спорта. Все подробности у Ахмеда Джабраилова. Еще одно спортивное достижение главы Чечни. Решением Европейского союза тэквондо Рамзану Кадырову присвоен черный пояс 6-го дана. С этой миссией в республику прибыли известные эксперты из мира спорта, представляющие Россию, Грецию, Швецию и Францию. Дипломы и атрибуты спорткомплекса «Олимпийск» в главе республики вручили президент Союза тэквондо России, вице-президент Европейского союза тэквондо Анатолий Терехов и президент Союза тэквондо Европы Сакис Прагалас. Делегации Европейского и Российского союза тэквондо – это для нас большая честь. Я думаю, что для спортсменов это большой стимул. И мы уверенно говорим, что мы будем представлять нашу великую державу Россию на международных турнирах, на Олимпийских играх, потому что мы надеемся на вас. И будем надеяться, что судьи будут адекватно относиться к нам. И президент Федерации Европейского и Российского Союза будет относиться к нам с уважением, потому что мы послевоенный регион, и несмотря на то, что у нас были тяжелые времена, наши спортсмены сегодня прославляют нашу государство России и наш народ Чеченской Республики. Распоряжением главы республики Рамзана Кадырова за большой вклад в развитие и популяризацию тэквондо в Чеченской республике благодарственными письмами и памятными подарками наградили всех гостей. Здесь же стало известно, что в Грозном состоится чемпионат Европы по тэквондо. Об этом сообщил Анатолий Терехов и Сакис Прагалас. Они отметили, что в Чечне есть прекрасные условия и накоплен богатый опыт проведения соревнований мирового масштаба. Но визит в вашу республику для меня это особый опыт. Гостеприимство людей и прекрасные возможности сделали мой визит очень чарующим. Господин президент, я хотел бы вам выразить особую благодарность за поддержку. И я полагаю, надеюсь, что будущий чемпионат мира по тэквондо пройдет здесь. Ежегодно чеченские спортсмены добывают для страны золотые медали на престижных турнирах по всему миру. Рамзан Кадыров проявляет интерес к разным видам спорта и всячески поддерживает всех, кто стремится к достижениям. Выступает инициатором соревнований международного уровня. Глава региона готовит именитых чеченских спортсменов к важнейшим турнирам, сам принимая участие в тренировках. В октябре прошлого года Рамзан Кадыров стал обладателем черного пояса 5-го дана, а на недавнем международном турнире «Грозная битва» был удостоен Кубка
Кубка за развитие спорта от телеканала «Боец». Стоит отметить, что Рамзан Кадыров – первый из российских региональных лидеров, удостоенный черного пояса 6-го дана. Добрый вечер, Рамзан Ахматович. Спасибо, что пригласили нас посетить Грозный, меня, делегацию Европейской Федерации и Всемирной Федерации. Вот буквально несколько минут назад телевидение мне задало 2 вопроса. Я немножко расскажу такие 3 вопроса, что я там сказал. Ну, первый вопрос был: расскажите, пожалуйста, как развивается тэквондо в республике? А второй вопрос: а за что удостоен Рамзан Ахматович 6-го дана тэквондо, очень почетного в нашей семье? Оба вопроса очень тесно связаны. На сегодняшний день в республике около 30 секций тэквондо. Примерно 1200 занимающихся, 26 тренеров, из них 1 заслуженный тренер России и 4 судьи, 1 из них международной категории. Я посмотрел результаты выступлений спортсменов Чечни за последние несколько лет, 4 года примерно. На российских чемпионатах первенства и международных турнирах России было завоевано более 100 призовых мест. А конкуренция, я вам скажу, в России в тэквондо она гораздо сильнее, чем у многих федераций, скажем, в Европе. Чемпион России это надо еще заслужить. На международных соревнованиях было завоевано более 10 призовых мест различного уровня турниров. Но отмечу особо, в прошлом году представитель Чеченской Федерации тэквондо, представитель Чеченской Республики, у нас стал чемпионом мира среди юниоров. В прошлом году у нас впервые за долгое время 2 представителя Чеченской Республики стали чемпионами России. И в этом году, вот, точнее через 2-3 дня, они будут выступать, уже защищать цвета и России, и Чечни на чемпионате Европы в Наче. Вот таковы результаты, далеко не все результаты. Другие результаты, вижу, прекрасный спортивный комплекс. Насколько я знаю, в прошлом году для Федерации тэквондо было приобретено электронное оборудование, вещь очень важная для того, чтобы готовить высококачественных спортсменов. Очень много федераций в республике, и скажу честно, я очень надеюсь, что и в дальнейшем все больше и больше представителей будут защищать цвета нашей российской сборной. Ну вот это одна из тех причин, за что же Всемирная Федерация присвоила такой высокий почетный дан, 6-й дан. Но это не единственное, что Рамзан Ахматович, это у нас, видимо, первый из руководителей наших республик и областей, кто получил такой высокий 6-й дан. Мы его ему присвоили в прошлом году. Значит, на Кубке России мы объявили его, и сейчас мы можем физически вручить этот дан, 6-й дан. Это его заслуга, что он лично уделяет огромное внимание спорту Чеченской Республики. Это не просто глава, у которого есть спортсмены, которые приносят результат. Это огромное доля его заслуги. Но он сам большой спортсмен, насколько я знаю, значит, может быть и не профессионал, но принимает активнейшее участие в различных родах соревнованиях, как смотрю. Вот. И это огромный пример, да, для всех спортсменов республики и России в целом. Спасибо вам. А теперь приятная часть. Я должен вручить 6-й дан. Сразу после молодые чеченские тэквондисты устроили для гостей показательное выступление, продемонстрировав свои навыки и мастерство в этом виде спорта. Ахмед Джабраилов, Денис Хаухаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. И к другим темам. Журналисты из Казахстана начали съемки документального фильма о первом президенте Чечни. В проекте участвуют депутаты и общественные деятели. В основу киноленты лягут события жизни Ахмата Хаджи Кадырова, в том числе и время, проведенное им в бывшей республике СССР. На съемочной площадке побывала Динара Мурадова.
Съемки документального фильма о первом президенте Чечни начались с мемориального комплекса «Аллея славы». Здесь журналистами, членам делегации, в составе которой депутаты Южно-Казахстанской области, организаторы провели небольшую экскурсию. Побывали гости и в музее, где узнали много нового и интересного о деятельности Ахмата Хаджи Кадырова. Вот фотографии как раз-таки сделаны именно в Средней Азии. Отец Абдулхамид поехал к сыну в годы учебы. Также вот эти фотографии, вам они очень близки, отражают именно вот этот период, который он провел именно в Бухаре и в Ташкенте. Посетила делегация и первый лицей имени Назарбаева. Один из эпизодов фильма будет снят в этом учебном заведении. Основная же часть съемок уже прошла в казахстанском селе, где когда-то жил Ахмат Хаджи Кадыров. Молодое поколение не знает Великой Отечественной войны, они не знают депортацию. Поэтому мы решили создать документальный фильм о первом президенте Республики Чечни. Вот почему? Потому что наш казахстанцам рассказать, как это была депортация, как он родился в Казахстане, как он формировался. Он учился в Бухаре, мы тоже в Бухаре будем. В основу фильма легли события из жизни первого президента Чеченской Республики. В документальной ленте журналисты также расскажут о теплых отношениях, которые сложились у Ахмата Хаджи Кадырова с Нурсултаном Назарбаевым. Фильм называется «Первый президент». Первый президент – это внутри будет наш казахстанский президент и чеченский президент. Обе же они, наш первый президент, параллельный. И поэтому мы снимаем вот этот фильм и будем показывать это Южно-Казахстанской области. Южно-Казахстанской области у нас есть население 3 миллиона. И вот этот фильм будет смотреть 3 миллиона народы. Узнав о том, что в Грозном есть дом, называемый в народе казахским, съемочная группа сразу же отправилась полюбоваться этажкой. Красота и ухоженность вокруг приятно удивила гостей. В Грозном съемочная группа пробудет еще 2 дня. За это время авторы фильма планируют побывать в родовом селении первого президента республики Цинтарое, а также посетить литературно-этнографический музей в Шелковском районе. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Дени Хавхаров. Новости. Мэр столицы провел совещание с рабочей группой, которая проводит проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений. Созданные по поручению главы республики комиссии мониторят обстановку в детских садах и школах. На встрече мэр Грозного заслушал предварительную информацию о проведенной работе и дал дополнительные поручения. Бог лабольный хах, грация сейчас дешдек, сейчас дает дошдек, сейчас школьная комиссия, из комиссии, каждый образовательный учреждение, дошкольных и образовательных учреждений, сейчас требует дешдек, сейчас хал дешдек, уграх, дошкольное образование, департамент чурдалу бизнес, начинает там департамент чуа, проверки обоих на ислам, проверки обоих на что ажиче. Начиная с форм одежды, салигу сам что жесткая, требовательная массума. Ислам Кадыров отметил, комиссии должны тщательно проверять санитарное состояние классов, столовых, спортзалов, а также наличие материально-технического оборудования, внешний вид педагогов и учащихся. Мэр Грозного поручил провести проверки в профильных департаментах и призвал рабочие группы с полной ответственностью подойти к возложенным обязанностям. Позже Ислам Кадыров посетил сразу несколько городских школ. Городоначальник лично хотел убедиться, что еще требуется для полноценного учебного процесса. Столь пристальное внимание к нуждам общеобразовательных учреждений вызвано поручением главы республики. На недавнем совещании с директорами школ Рамзан Кадыров поручил предоставить списки необходимого инвентаря для эффективного учебного процесса. Как выяснилось в ходе проверки, некоторые руководители буквально восприняли слова главы региона и по большому счету хотели просто обновить материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений. Хотя условия, как оказалось, были вполне пригодны. Вместе с директорами Ислам Кадыров осмотрел школы. Детальная проверка не выявила никаких нарушений. Однако нескольким директорам мэр столицы все-таки сделал замечание и поручил им немедленно провести субботники в школах. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с представителями ведущих СМИ Северного Кавказа. Нашу республику представлял сотрудник ЧГТРК «Грозный» Дмитрий Ефремов. В течение почти 1,5 часа глава Ставрополя отвечал на вопросы журналистов, касающихся самых разных тем. От взаимодействия властей регионов и до впечатлений губернатора, от проверки на полиграфе, так называемом детекторе лжи. Конечно же, одним полиграфом ограничиться нельзя, нужно будет вводить, и мы все равно это делаем, систему тестирования и раскрывать людей. Потому что нельзя принимать решения вслепую, или исходя из лояльности, или приближенности, или родственных связей.
В завершении встречи председатель Ассоциации СМИ СКФО и гости поблагодарили Владимира Владимирова за откровенный разговор и выразили уверенность, что беседы с руководителями других регионов Северного Кавказа будут не менее доверительными. Журналистское объединение планирует провести такие встречи во всех республиках. В Грозном была прооперирована маленькая Раяна Баматгиреева. Сложнейшую операцию на шейный отдел позвоночника 5-летней девочки провели в Республиканской детской клинической больнице. Средства на дальнейшую реабилитацию ребенка, которых у родителей не оказалось, выделил региональный фонд Кадырова. Вот уже несколько дней маленькая Раяна лежит в детской больнице под чутким присмотром специалистов и родителей. Буквально через пару минут 5-летней девочке предстоит операция на шее. Родители очень надеются на благополучный исход, ведь хирург дает положительные прогнозы. Состояние у нее удовлетворительное. В принципе, ребеночек здоровый, просто у нее врожденная патология в виде мышечной кривошеи. Тогда будет абсолютно здоровая. Раяна в семье младшая дочь. Помимо нее у родителей 4 детей. По словам Аслана Баматгиреева, накануне ему пришлось пережить потерю отца, и предстоящая операция дочери его совсем сломила. Девочка страдает врожденным пороком сердца и правосторонним шейным сколиозом. После долгих лет лечения врачи утверждают, что она идет на поправку, однако от сколиоза так просто не избавиться. Рожденные пороги, с порога на дом. Лечение я шейцал, один ел ваштоны, коплюк дерцендек я дуэлдон. Инти угол докнига, цунахинс один уже и бецадисна эла. Девочку уже перевели в операционную, родители в ожидании исхода, и в это время в больницу прибывают представители регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Они вручили семье Баматгиреевых денежную сумму, необходимую для дальнейшего лечения ребенка. Однако одной операцией лечение не ограничится. В будущем девочке нужно постоянно проходить обследование и следить за состоянием здоровья. Луиза Хатуева, Халид Маусаев. Новости. Ислам Кадыров лично проверил, как взимаются платежи за жилищно-коммунальные услуги. В ходе инспекции мэр Грозного оценил сразу несколько рабочих групп. Градоначальнику доложили, что показатели в целом хорошие, но, к сожалению, есть и злостные неплательщики. Ислам Кадыров отметил, в их отношении нужно принимать соответствующие меры. Например, отключение от предоставляемых услуг и передача дел в суд для взыскания задолженности. Напомню, в Грозном активно продолжает свою работу оперштаб по сборам платежей за жилищно-коммунальные услуги. Як ти забула? Я хочу, да, господи, я хотела участвовать, где-то до 12-14. Я хотела участвовать, мела дадельно. Мела дадельно, да, лучше работать. Примерно, говоря, ну, когда 37 долларов, 3000 долларов, мела да лучше. Шабуна. Халой. Да, шага, бо халло. И в продолжении темы судебные приставы начали очередной рейд по адресам злостных неплательщиков услуг ЖКХ. Таких на сегодняшний день около 7 тысяч. У жителей, не оплативших счета, описывают имущество. Все подробности у Зураба Центроева. Таким гостям не в каждом доме рады. Однако у Гайрбековых вроде бы есть все квитанции о своевременной оплате услуг ЖКХ. Позже выясняется, гостей интересует долг 3-летней давности. Еще с 2013 года семья должна за газ 59 тысяч рублей. Без права распоряжения, пользования имущества и просто в течение 10 дней. Под честное слово здесь никого не оставят. На месте описывают имущество неплательщиков. Телевизор, мебель и даже ковер. Самые ценные вещи становятся гарантом возвращения долга. Согласно закону, на погашение отводится 10 дней. По истечении срока на имущество накладывают арест. Люди стали лучше относиться к приставам. И сейчас действительно лучше оплачивать, чем раньше. Раньше многие игнорировали вызов на прием и другие наши действия. С начала этого года чеченские приставы взыскали с должников более 20 миллионов рублей. Причем треть этой суммы только за март. Например, владельцы этого дома только за газ должны 21 тысячу рублей. Я понимаю, что дольше, имущество, но из-за ценом цадидов, короче, я спираю там этот вопрос. Застать хозяев этого дома по улице Ардашева не удалось. Задолженность за коммунальные услуги более 60 тысяч. Сюда приставы еще вернутся. Избежать их визита можно лишь в одном случае, погасив задолженность сразу после уведомления суда. Зураб Центроев, Елизавета Чепханова и Тамерлан Арсанукаев. Новости.
Продолжаем выпуск. До празднования 70-летия Великой Победы остается все меньше времени. К этой дате мы приурочили специальную рубрику, в которой рассказываем о людях, вставших на защиту своей родины. Сегодня герой нашего сюжета – ветеран войны Алексей Колпиков. Эй, винтовка! Эй, головка! Беспощадно по врагу! Именно с этой песней Алексей Колпиков вместе со своими боевыми товарищами шел в атаку против фашистов. Участник битвы за Кавказ служил в минометном полку. Воевал ветеран под Малгобеком, оборонял Моздок. 5 раз стрельнули, минов нету. Обратно пошли назад, искать, где взять. Только пошли. 10 человек пошло, 3 пришло, и этих убило. И вот аж говорить, аж плакать хочется. Куда делись? Сам ветеран признается, что все ордена, которые красуются на его груди, свидетели того ужаса, что ему пришлось пережить. Впрочем, Алексей Колпиков говорит, не жалеет, что воевал и смог встать на защиту своей родины. Я доволен государством, я доволен Кадыровым, людьми. Очень радостно я живу сейчас. Все люди хорошие стали. Все, ни один мне вот так плохое слово не сказал. Все здравствуй, здравствуй. Вот все, что есть, очень уважают, и я уважаю всех. Памяти Алексея Колпикова можно только позавидовать. Даже спустя столько лет он отчетливо помнит все события своей жизни. Одну из них он поведал нам. Была дивизия, осталось 10 человек в дивизии. Все погибли. Вот бурьян, август месяц был, такой толстый бурьян, густой, и мы пошли туда, с цепи, залегли. Оттуда немец как вдарил снаряд горючий. Это все загорелось. 700 человек, все сгорели. Благодаря мне, что я остался, Аллах помог. Младший лейтенант, там такой песочек был, и мы там прилегли. Кругом нас горит, а мы не горим. А эти все. Прогорело все, только одни эти, ну, как бы сказать, скелеты лежат и горят, и все. Сейчас был с тобой, товарищ, уже все. В первые годы после Великой Отечественной в станице жили несколько сот ветеранов. Сейчас Алексей Колпиков – единственный участник войны, проживающий в Калиновской. Местные жители знают обо всех его подвигах. Здесь даже названа улица в его честь. Только хорошее могу сказать про Алексея. Часто ветерана посещают и сотрудники социальной опеки. Они помогают Алексею Колпикову по дому, а также раз в месяц ветерана обследуют в районной больнице. Впрочем, несмотря на возраст, Алексей Колпиков полон энергии. Урса! Ай! Давай иди сюда! Алексей Колпиков благодарит Всевышнего за долгую жизнь. Даже сейчас не сидит без дела, содержит небольшое подсобное хозяйство. Из всего архива у ветерана сохранилось только несколько фотографий, сделанных в молодости. На них запечатлены самые прекрасные моменты из жизни. Ахмед Джабраилов, Рамзан Хагуева, Дини Хавхаров. Новости. Терроризм как глобальная угроза современности. Круглый стол под таким названием состоялся в Национальной библиотеке Грозного. Собравшиеся обсудили необходимость формирования общественного сознания и привлечения внимания подрастающего поколения к этой проблеме. В конце встречи студенты раздали буклеты с информацией о том, как вести себя в случае захвата в заложники. Много нового узнала и Алевтина Банадыкова. Сотрудники Национальной библиотеки к вопросу профилактики и противодействия терроризму подошли творчески. Наглядная демонстрация 30 фотографий. Они говорят сами за себя. Да и студенты вузов все внимательнее всматриваются. Например, в лицо матери, потерявшей в этой, как казалось бы, невидимой войне своего сына. И вот таких говорящих фотографий здесь великое множество.
Терроризм – это такая угроза современности, она постоянно, мы должны как-то защитить себя. Вот. И вот на фоне вот этих происходящих во всем мире, вот этих террористических, я бы сказала, событий, мы просто решили запланировать ряд мероприятий. Мы решили в этом одном мероприятии организовать и фотовыставку, и книжную выставку, провести круглый стол. Отсчет глобального терроризма современности многие эксперты ведут с 11 сентября 2001 года. С тех пор было осуждено по меньшей мере 35 тысяч человек по всему миру. Заметен рост числа уголовных дел, заведенных по новому антитеррористическому законодательству. В истекшем году органами прокуратуры республики, в частности отделом по противодействию терроризму и экстремизму, в целях ограничения доступа к экстремистским интернет-ресурсам направлено в суд 182 исковых заявления. То есть мы выявляем сайты, содержащие экстремистские интернет-ресурсы, или направляем требования Роскомнадзор, чтобы эти сайты заблокировали. Терроризм, зародившийся в XIX веке, спустя 2 столетия приобрел глобальный характер. За последние 15 лет террористы погубили 12 тысяч россиян и сделали несчастными столько же семей, если не больше. До сих пор точных цифр не существует, ведь о таком горе многие предпочитают молчать. На этих круглых столах, на этих встречах молодежь узнает для себя новое, слушает старших людей, которые могут посоветовать, которые могут дать новую информацию. Эта информация помогает нам, молодым людям, понимать процессы, политические, социальные процессы, которые происходят в мире, в нашей республике, понять, где есть хорошо, что есть хорошо, что есть плохо, и, соответственно, сделать выбор в пользу хорошего, в пользу правильный выбор сделать. Сотрудники Национальной библиотеки от слов перешли к делу. После круглого стола вместе со студентами вузов они решили выйти, как говорится, в массы и устроить масштабную акцию по раздаче буклетов. В каждом из них содержалась подробная информация, как вести себя в случае захвата в заложники и что нужно делать при угрозе терактов. Алевтина Банадыкова, Султан Умаров и Зелим Закаев. Новости. Это были главные события вторника. Вам спасибо за внимание. Адык Елшу.